В эфире телеканала «Итоги дня», в студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах выпуска. На тушении лесных пожаров работают 13 вертолетов и самолета-амфибии. В Якутии действует 54 лесных пожара на территории 15 улусов. Подробнее об обстановке. Ежедневно сотни легковых и грузовых автомобилей переправляются с одного берега Лены на другой. 15 паромов хватает впритык. Расскажем о работе паромов. Ряд сенсационных находок возрастом в несколько сотен лет обнаружили на раскопках в центре Якутска. Поведаем о том, что удалось обнаружить. Расскажи о своем путешествии и получи 3 миллиона рублей. Продолжается прием на конкурс «Дальний Восток. Земля приключений». Об условиях участия. Любители анимации и преображений показали незабываемое дефиле в Нерюнгри. Покажем фрагменты выступлений. На территории Якутии действует 54 лесных пожара на территории 15 улусов, 6 локализовано. Для борьбы со стихией задействовано 1600 человек и 119 единиц техники. Из них 13 вертолетов. Также в работу присоединились самолеты-амфибии Би-200 спасательной службы и МЧС России. Они работают в селах Аргет и Буракан Верхневилюйского улуса. Более сложная обстановка в Алекминском, Верхоянском и Абыйском районах. В настоящее время лесные пожары действуют вблизи населенных пунктов Кёнкюэль и Белая гора. Угроза жизнедеятельности населению была снята. В Абыйском районе действуют два пожара. Это вот номер 60 возле Кёнкюэля и номер 70 возле Белой горы. Они так приближенные. Минполосы наши леспожарное формирование подготовили, отжиги произвели. На данный момент угроза населенным пунктам снята. Если, конечно, не произойдет никаких чрезвычайных погодных явлений. Резко не изменится ветер штормовой, да. Здесь 10 человек аэромобильной группировки и 8 человек парашютно-десантной пожарной службы нашего Тампонского авиаотделения с поселка Теплый Ключ летят на помощь в Верхоянский район по пожарам, приближенным к населенным пунктам Сайды и Токума. Сегодня они уже будут там. Я думаю, белые ночи позволяют. Вертолетами сегодня завезем людей, уже будем работать. Сотрудники и студенты АГАТУ вносят свою лепту для восстановления лесного массива. Так, на территории учебного заведения весной построили 2 теплицы и посадили около 170 тысяч сеянцев сосны. За саженцами студенты и преподаватели ухаживают по специальной технологии. Регулярно поливают, проводят агрохимическую обработку от вредных насекомых. Сейчас растения подросли до 5 сантиметров, а через год, когда достигнут 10, тогда их пересадят на место сгоревших участков. Отмечу, что восстановлением лесного массива университет проводит с 2019 года. В прошлом году преподаватели и студенты посадили саженцы в Горном улусе. Первый экспериментальный лесопитомник был построен в село Солянка Алекминского района. Мы там посадили около 100 тысяч сосны обыкновенной также. Через 2 года мы начали участвовать в восстановлении леса. Результат достаточно неплохой. Где-то приживаемость где-то более 80%. Для того, чтобы получить хорошие сеянцы, мы должны соблюдать всю технологию. Минеральный состав должен быть соответствовать. Обязательно он должен быть посажен на торфяном субстрате. Да? Следовательно, крепкие сеянцы будут хорошо восстанавливаться. Клещи продолжают свою активность. В Алданском районе в число укушенных клещами попадают и дети. Несмотря на профилактические мероприятия, проведенные в конце мая – начале лета, статистика укусов понемногу увеличивается. С момента активности этих паукообразных зарегистрировано 85 укусов человека, из них 14 – это дети. Среди этих клещей были обнаружены 7 инфицированных, 5 это боррелиоз и 2 клещевой энцефалит. Клещи, которые инфицированы клещевым энцефалитом, были обнаружены в Тамоте и на реке Амга. 1 случай клещевого энцефалита зарегистрирован на территории Алданского района. Это завозной случай. Это человек, который прибыл из республики Тыва. Других случаев клещевого энцефалита на территории не зарегистрировано на сегодняшний день, но клещи сохраняют свою активность вплоть до сентября.
Ежедневно сотни легковых и грузовых автомобилей переправляются с одного берега Лены на другой. Для этих нужд на рейс Якутск-Нижний Бестях ежедневно выходит 1,5 десятка паромов. Но и этого количества иногда хватает впритык. Последние рейсы нередко совершаются глубокой ночью, а первый паром отчаливает от берега в 5 утра. Подробнее о работе паромов расскажем в следующем материале. С открытием навигации на Лене одним из важнейших видов транспорта для якутян становится паром. Ежедневно на маршрут выходит до 15 судов, которые могут переправить желающих с одного берега на другой. Паромщики стремятся как можно раньше выйти в навигацию и завершают ее, когда на реке уже начинает становиться лед. Вот в этом году мы вышли 13 марта, потому что это идет весенняя подготовка, да, как мы знаем, подготовка теплохода именно к навигации, да, какие-то ремонтные работы, пока во льдах мы стоим, все вот это делается, подводную часть, винты, валы, все тяжелые, холодные мы делаем зимой. С мая месяца начинается именно навигационная часть, когда мы именно занимаемся перевозкой пассажиров, автотранспорта и работаем на линии Якутск-Нижний Бестях. По конец октября, да, по закрытию навигационной обстановки. Рабочий день на пароме начинается в 5 утра, когда экипаж заступает на первую вахту. Самый главный принцип работы на пароме – это безопасность, поэтому особое внимание уделяется работе механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность всего теплохода. За это отвечает сменный механик теплохода. Проверяется работа механизмов, наличие масла, топлива, воды в двигателях, осмотр всех механизмов перед вахтой. Все, готово к работе. Это все равно более ответственная работа, потому что машины, пассажиры много, чем в транзите. Хотя работа везде ответственная, что в транзите, что с пассажирами, но здесь более ответственная работа. У каждого парома есть свое расписание, но чаще всего отправляются они в рейс по мере наполняемости палубы. Такая работа позволяет сократить простое судно у берега и увеличивает количество совершенных рейсов. А желающих переправиться с одного берега на другой достаточно и в будни, и в выходные. Александр Хавренко, Владимир Павлов, Якутск, Нижний Бестях. Владимир Путин назначил председателем комиссии Госсовета России по направлению энергетика главу Якутии Айсена Николаева. Комиссия Госсовета по направлению энергетика работает над развитием энергетики России, в том числе координирует реализацию государственной политики по обеспечению технологического суверенитета в энергетической отрасли и развития отечественного энергомашиностроения. К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в Якутске благоустроят сквер имени Федора Попова и установят памятник первому из народа Саха, герою Советского Союза. Такое поручение дал глава Якутии. Айсен Николаев поручил правительству установить памятник за счет средств бюджета республики. Работы выполнят в 2025 году. Сквер будет располагаться в районе перекрестка улиц Дзержинского и Федора Попова. Работы по благоустройству площади Ленина в столице республики идут в соответствии с планом-графиком. Благоустройство площади включает в себя озеленение, укладку проездов и тротуаров, установку пешеходного сухого фонтана и 13-метровых колонн в виде якутской коновязи Серге. Реконструкция идет в рамках реализации мастер-плана Якутска. Также в его рамках благоустраивают еще 2 общественных пространств в Якутске. Это набережная вокруг озера Сайсары и имени Романа Дмитриева. В Якутске активно идет строительство нового здания школы номер 1. 4-этажное здание, в котором смогут учиться в одну смену 253 ребенка. Самую сложную работу по установке сваи строители уже завершили. На каком этапе идет строительство сейчас, расскажет Дарья Короленкова. Основные строительные работы стартовали 1,5 месяца назад. В эти дни начался монтаж опалубки для лестничных маршей. Новая школа будет иметь площадь более 6000 квадратных метров. Свайные работы по бурению скважины, погружению свай. Проводятся работы по устройству отмостки бетонной. Залито уже 1900 квадрат отмостки. Также параллельно идут работы по переносу тепловых сетей и кабелей сетей связи.
Проект выполнен в стиле советской архитектуры по поручению главы республики, что сохранит исторический облик центра города. Прилегающая территория объекта будет включать в себя спортивные и детские площадки. Тут это очень узкая школа, да? Вообще мест не хватает, я так думаю. Тут парковка вряд ли, но вот впереди где-то у нас будет парковочный. А так он сильно большая школа размером. Заезд круговой будет, ага. Вот прямой. Отсюда выходим с этим, салам пополам заходим и вот так выходим на площадь Разникидзе. Вот такая у нас прямой выход будет. На данный момент все работы идут согласно графику. Подключение коммуникаций подрядчик планирует провести уже в этом году. Сам объект планируется сдать в эксплуатацию в декабре следующего года. В феврале месяце должны запустить отопление, чтобы начать пораньше отделочные и так далее работы. Те работы, которые можно проводить, главное, чтобы тепло было. А остальные будут, конечно, уже только в мае начинаться. И все лето будем производить отделочные работы, внутренний там электромонтаж и так далее. В этом году план поставить, закрыть тепловой контур, проложить наружные коммуникации, теплоснабжение, канализации. И все в этом году. На сегодняшний момент 14% готовности строительства на территории будущей первой школы. Здесь уже установили сваи, сейчас делают цокольное перекрытие. В ноябре планируют поставить коробку, где и начнутся основные работы. Дарья Короленкова, Джулстан Накентьев, Якутск. Депутат Сергей Миронов внесет на рассмотрение Госдумы России законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей для всех лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами. При этом предлагается установить, что эту выплату можно будет получить в отношении каждого ребенка-инвалида на период осуществления за ним ухода. Согласно документу, размер ежемесячных выплат будет подлежать ежегодной индексации с 1 февраля. Размер выплат для граждан, проживающих в районах Крайнего Севера, предполагается увеличить на соответствующие районный коэффициент. Новую специальность освоили 7 врачей республики. В медицинском институте СВФУ завершилась аккредитация первых врачей, прошедших переподготовку по специальности медицинская микробиология. Подробнее расскажет Даяна Федорова. Медицинская микробиология – новая клиническая специальность, появившаяся совсем недавно. Она объединила 4 направления микробиологической диагностики – бактериологию, вирусологию, микологию и паразитологию. Данное направление изучает болезнетворные для человека микроорганизмы, а также разрабатывает методы диагностики и профилактики инфекционных заболеваний. Обучение новой специальности проходило 4 месяца не только в теории, но и на практике. Профессиональные стандарты подразумевают как раз прохождение именно таких специализированных курсов. И необходимость прохождения в этой специализации побудила меня к данному мероприятию, к данному шагу. Все 7 врачей-микробиологов работают в лаборатории, однако среди них есть как те, кто с юного возраста осознанно шел к этой специальности, так и те, кто пришел из других сфер медицины. Я сама педиатр, я отработала на скорой 10 лет, потом переобучилась на бактериолога, и 6 лет работаю бактериологом. Мне очень даже нравится. Мы бактериологи чисто занимаемся только микроорганизмами. А сейчас новые специалисты, они будут уже широкого спектра. Подобная переподготовка и аккредитация в медицинском институте СВФУ будет проводиться на постоянной основе 2 раза в год. Ну а со следующего года будет осуществляться набор на подготовку медицинских микробиологов в ординатуре. Нам нужно переобучить бактериологов, вирусологов на медицинских микробиологов, чтобы получить специалистов нового поколения, широкого профиля, которые могут диагностировать все микробные заболевания, интерпретировать результаты определения чувствительности к антимикробным препаратам. В настоящее время идет период становления специальности. Разрабатываются учебные программы и нормативные документы. Ожидается, что до 2027 года все специалисты, работающие в лабораториях и желающие остаться в профессии, должны стать медицинскими микробиологами. Даяна Федорова, Элита Махно, Якутск.
Предание старины глубокой во всех смыслах этого слова. На раскопках в центре Якутска археологи обнаружили ряд сенсационных находок возрастом в несколько сотен лет. Уникальные образцы, по словам специалистов, могут иметь статус ценностей федерального значения. О том, что удалось обнаружить в материале Петра Васильева. Стук лопат, взмахи кистей, скрежет шпателя на месте будущей жилой многоэтажки. В самом разгаре археологические раскопки. В 17 веке здесь располагался острог, а в нем солдатские казармы и канцелярия воеводы, отправленного на службу на Дальний Восток. Археологи отмечают, что сам острог когда-то был практически полностью уничтожен огнем. Именно здесь проводятся спасательные раскопки. Что такое спасательные раскопки? Это когда все артефакты, все, что было найдено, оно поднимается и сохраняется, передается в музей и так далее. То есть здесь важно сохранить вот это вот культурное наследие для последующих поколений. Ровно 4 столетия назад здесь располагалась еще одна важная часть якутского острога. Как предполагают археологи, на этом самом месте находились казачьи погреба. Причем удивительно, что их оклад деревянный сохранился практически в изначальном виде. Ведь в условиях вечной мерзлоты дерево чувствует себя как в консервной банке. Теперь самое главное – это убрать остатки лишнего грунта. Неподалеку от этих подвалов и были найдены уникальные образцы. Это 9 древних берестяных грамот возрастом в несколько сотен лет. Это первый случай на всем Дальнем Востоке, когда такие грамоты обнаруживали в деревянных сооружениях конца 17 века. Там очень много изделий из бересты было, береста обработана. И в основном мы собирали обработанную. Но в какой-то момент стали собирать всю. Особенно вот попался сверточек. Разворачивать его я не стал. Сказал, наверное, грамоту берестяную нашли. Она нет, ну какая грамота, здесь такого быть не может. Говорю, ну на бересте расписали, значит, наверное, может. Поэтому и в университете, когда уезжал, тоже чуть говорил, что ну по-любому писали, значит, можно будет поднять. Уже сейчас удалось расшифровать одну из найденных берестяных грамот, написанных скорописью. Речь в ней идет о сборе исака, то есть налога, который взимался с народов Сибири и севера пушниной. Теперь главная задача – окончательно распрямить находку и завершить расшифровку. Сейчас ей нужно высохнуть в правильном положении, правильно, в смысле прямо, потому что береста влажная имеет свойство становиться волнистой, да, и сгибаться по ее естественному изгибу, то есть вот по дереву. Всего с начала археологических раскопок в этом месте с мая этого года было найдено более 700 предметов быта, которые охватывают период с 17 века по 30-е годы 20-го. Петр Васильев, Георгий Григорьев, Якутск. Первого президента Якутии Михаила Николаева посмертно наградили орденом Международного комитета «Дети Азии». По словам президента комитета Владимира Максимова, орден – высшая награда организации, которую учредили в преддверии 8-х спортивных игр для людей, внесших особый вклад в развитие детского спорта в Азии, а также за особые достижения в развитии игр. Напомним, на итоговом заседании Организационного комитета игр «Дети Азии» глава Якутии С.Н. Николаев сказал, что республика достойно представила Россию как организатора крупнейших детских соревнований. Якутия достойно представила Россию в качестве организатора крупнейших детских соревнований в мире в этом году. Подготовка такого масштабного спортивного мероприятия потребовала слаженной работы огромной команды, многих тысяч сотрудников, волонтеров, задействованных в самых разных направлениях. На итоговом заседании оргкомитета представителям пищевой отрасли и сферы деятельности, коллективам предприятий и учреждений выразили благодарность. Всего в организации питания были задействованы более 30 объектов. Это столовые школ, колледжей, объекты СВФУ и рестораны. Меню полностью было сбалансировано, оно у нас формировалось не только нашими региональными ведомствами. К нам был подключен управление Роспотребнадзора, также Международный комитет. Кухни были абсолютно разные, более 24 стран принимали участие, поэтому сбалансированность питания для каждого участника была на особом контроле. У всех абсолютно, и у всех пищеблоков, у всех органов контроля, у Международного комитета. Сборная Якутии собрала 15 медалей на чемпионате России по легкой атлетике. Соревнования завершились в Чувашии. Спортсмены делятся, что на чемпионате страны была представлена сильнейшая конкуренция, так как именно по его итогам формируется сборная России для участия на Паралимпийских играх.
Так, Аял Сивцев и Василина Иванова завоевали по 3 золотые медали. Саргалан Семенов 2 золотые медали. Виктории Петровой удалось получить 2 серебряные награды и 1 золотую. Виталина Бурцева и Виктор Евсеев завоевали по 1 серебряной медали, а Роман Ибрагимов и Яков Максимов по 1 бронзовой награде. В метаниях у нас лидер сборной России и нашей республики – это Аял Сивцев, Василина Иванова. Они имеют по 3 золотые медали из 3 возможных. Также Виктория Петрова, золото и 2 серебра. И, значит, всего в соревнованиях приняло участие 498 спортсменов из 50 регионов страны. Это очень большая конкуренция, так как эти соревнования были отборочными на Паралимпийские игры. Расскажи о своем путешествии. Продолжается прием заявлений для участия во 2-м конкурсе «Дальний Восток. Земля приключений». Любой желающий может снять видеоролик о своем путешествии по дальневосточным регионам длительностью до 8 минут. Какие условия для участия и что ждет победителя, расскажет Вероника Таюрская. Первый конкурс «Дальний Восток. Земля приключений» был проведен в 2023 году по инициативе полномоченного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Главная цель заключается в повышении туристического потенциала региона. Конкурс проводится по 3 номинациям: пешее путешествие, водное путешествие и 3-я номинация – зимнее путешествие. Одно из самых, можно сказать, критериев отбора этого конкурса, если турист проходит по данным маршрутам, он должен зарегистрироваться в территориальных органах МЧС. То есть обязательно подать заявку и зарегистрироваться на сайте МЧС. Просто подать заявку, что вы проходите в определенный момент на данном маршруте, и уже отправляться в данный маршрут. Также один из критериев в кадре, именно видеороликов, не должна использоваться любая моторная техника. Одним из условий выступает срок, когда был снят видеоролик. Так он не должен быть старше 1 сентября 2022 года. Якутия славится своей нетронутой природой, но даже в самых популярных туристических местах всегда можно найти что-то новое и неизведанное. Дальний Восток. Земля приключений – уникальный конкурс, благодаря которому многие жители нашей огромной необъятной страны могут посетить самые красивые места в нашей стране. Национальный парк Ленские столбы. Она, во-первых, не просто неописуемо красива, но это единственное место на планете, в котором зародилась первая скелетная фауна на нашей планете. Главный приз конкурса, как и в прошлом году, станет гран-при с суммой в 3 миллиона рублей. Также победители в своих номинациях получат по 1 миллиону рублей. За 2-е место 300 тысяч рублей и за 3-е место призерам выплатят по 100 тысяч рублей. Стоит учесть, что в этом году изменены правила для участия в конкурсе. С этого года может повлиять на путешествие это, что участники конкурса могут участвовать с 10 лет. То есть, если, например, ваши дети ходят в походы, вы также, то есть дети также могут смонтировать свой ролик. Там вне зависимости, снимать ли нужно на профессиональную технику, можно снять на телефон и подать эту заявку. Если ребенок участвует с 10 лет, с 10 до 18 лет, то нужно прикладывать только дополнительно согласие родителей на участие в этом конкурсе. Конкурс состоит из 3 этапов. Подача заявки с 1 мая по 30 декабря. 2-й этап – отбор видеороликов, проходящий до 31 января, и непосредственно само оглашение победителей, которых объявят в феврале 2025 года. В состав жюри будут входить профессиональные путешественники и телеведущие. Вероника Таюрская, Айлита Махно, Якутск. Яркие любители преображений собрались на вечеринке косплей. Такое событие для любителей анимации уже не в первый раз проводится в молодежном центре города Нерюнгри. Все подробности в нашем следующем сюжете. Люцифер, Энош и Наноми – персонажи анимации «Страны восходящего солнца» и не только. И это нельзя сравнить с маскарадом. Здесь участники детально продумывают костюмы и выходят в образе. Все они стараются максимально походить на героя своего мультфильма, комикса или игры. Сейчас косплей – это очень популярное хобби, оно объединяет большое количество разного творчества. И это очень здорово, что дети могут прийти сюда, как-то показать свои костюмы, что они сделали, как они себя сами позиционируют, то есть кого они любят, а также найти себе друзей по интересам, которые тоже интересуются подобными увлечениями.
Косплей-движение – это довольно новое направление творческой деятельности. Но такие тематические вечеринки с каждым разом собирают все большее количество молодежи. Среди нерюнгринских подростков косплей сегодня является популярным увлечением. Персонажа из Genshin Impact, она мне нравится, потому что у нее похожий характер, как у меня, и как она выглядит. Я очень рада, что у нас в городе можно заниматься чем хочешь, и вот что очень много таких же людей, что можно найти по общим интересам друзей. Ярким пунктом программы стало дефиле, где участники демонстрировали своих персонажей. Также были подведены итоги конкурса видеороликов, работала зона настольных игр. Интерес к косплею у детей и подростков с каждым годом растет. И сегодня это направление из обычного хобби превращается в своеобразную современную культуру. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгри. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. До встречи в эфире.